Я, наверное, сейчас скажу очень взрослую вещь, но это как бы нужно об этом уже начинать задумываться. К сожалению, родители, они не вечны. И когда-то придет момент, когда нам придется адаптироваться к этой жизни самостоятельно. И ам, мои родители всегда повторяли: запоминай все то, что мы тебе показываем, рассказываем, учим тебя чему-то. И применяй это в жизни. Собственно, чем я и занимаюсь сейчас. Павел Поляков. Увлечение, пение, литература. Диагноз – детский церебральный паралич. Девиз – идти вперед и никогда не сдаваться. ДЦП расшифровывается как ограничение физической активности. То есть оно проявляется по-разному. Вот у меня проявление средней формы. У кого-то оно в тяжелом состоянии. Таких детей или взрослых уже называют колясочниками. Им дают первую группу инвалидности. У меня и мама, и папа были заинтересованы в том, чтобы я не сидел в кресле коляски, а постоянно развивался. Мы с мамой и с папой ездили по санаториям. Ну и, собственно, вот насколько это можно было меня поднять на ноги, мы это сделали. Многие процедуры с мамой он ходил. Конечно, раньше даже бывало, что летом и на коляске она его возила. Вот так вот было. Но когда вот мамы не стало, он понял, что он должен ходить сам. Луиза Салаватовна, у нас завтра состоится круглый стол с родителями детей-инвалидов. Мы его будем освещать в нашей группе ВКонтакте. Ну, у нас завтра 2 круглых стола. 2 часа мы по общим вопросам людей с инвалидностью. Понятно. Ну, я его подготовлю позже, опубликуем. Сегодня Центр народного творчества попросили опубликовать трансляцию нашу концерта. Вот я сейчас этим займусь. Работать я решил начать из-за того, что мне всегда хотелось помогать родителям. Но из-за того, что я физически ограничен и не могу, например, помогать им на улице, по дому, по хозяйству какие-то дела делать. Хотя я выполнял простые задачи, которые мне доверяли родители. Я решил записаться на курсы компьютерной грамотности и начать работать в интернете сначала. Ну, потом пошло-пошло, по достижению 18 лет вот меня взяли. Я работаю в Баймакской городской районной организации общества инвалидов, Всероссийского общества инвалидов, заместителем председателя по социальной работе. Вообще в этой должности очень много подпунктов, то есть я занимаюсь всем тем, чем должен заниматься заместитель председателя, плюс еще я, ну, можно сказать, пресс-секретарь. Ну, соответственно, дальше идут твои слова. Понятно. Смотри, вот эту часть, первую, да, вступительную, я тебе предлагаю записать заранее, а все остальное сделать в виде прямого эфира, чтобы получить обратную связь. Можно и так сделать. Значит, мы с тобой давай, наверное, в ближайшем времени запишем вот эту часть, нам ее нужно выучить. Сейчас давай посмотрим, что здесь у нас. Павел, он такой талантливый, такой яркий, его нельзя. Он как-то не по годам был уже взрослым. Вот настолько мальчишка умный, одаренный, такой степенный, такой думает, что говорит. Говорит о том, что думает, правильно всегда, вот, говорит то, что надо и к месту. Это уже видно, что он начитанный, что он очень, ну, сам до всего доходит. Вот это мне нравится, что он хочет во всем узнать. Вот все лето мы думали, куда будем поступать. Уже мамы же нету, а папа у него уже умер тоже, да. Учиться очно я не рискнул. Поэтому мне пришлось выбирать из заочных отделений различных колледжев. Привет! В этом секторе мы поговорим о разных форматах мероприятий. Вы узнаете о том, что такое хакатон, баркэмп, метап, фэйр-конференс и почему я произношу столько непонятных слов.
На юриста я решил учиться, потому что я считаю, что каждый человек должен уметь защищать свои права. Но понятное дело, что не все же будут юристами. В хозяйстве очень важно вовремя мыть посуду. Обычно я это делаю вечером каждый день, чтобы не накапливать огромную гору посуды. Ну вот, собственно, сейчас я это и сделаю. Вот здесь у нас кран. Я себе готовлю стул, поскольку иногда бывает, что я ограничен в координации, то есть постоянно я стоять не могу. Поэтому наготове всегда у меня здесь стульчик. Я занимаюсь в детской школе искусств города Сибаи. Изначально я поступил именно туда, но с чего все началось? Вот я уже рассказывал, что мне очень нравится музыка. Вокалом я начал заниматься для того, чтобы у меня есть в будущем, ну, может быть, моя мечта начать преподавать вокал. Ну, насколько это возможно. Я б землю покинув спокойне и в небо взлетал. Опять тав взлетал. Да, у нас так академическое произведение, да? Дивлюсь. Поехали. С сопровождением, да? И опять дивлюсь, дивлюсь. Как будто вот из-за такта это не ударная же доля, да? Дивлюсь. И ударение сюда. Дивлюсь. Давай. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. На почтовый адрес школы приходят какие-то приглашения к конкурсу. И в том числе и вот для таких детей. И мы стараемся всегда участвовать. Но поскольку Павел, он хорошо владеет компьютером, соцсетями, он сам ищет эти конкурсы. И он иногда говорит, давайте запишем вот эту песню, ну, по тематике конкурса. Мы записываем и участвуем. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Мама мне и вместе со мной учила стихи. Ну, соответственно, у меня получается лучше читать стихи. Мы вот с Натальей Викторовной занимаем первые места в конкурсе «Созвездие талантов», например. Душа томилась. Где ответ? Как жизнь бесплодна и пуста, земля безводна и черства, сухая речь больных людей, в глазах ни искры, ни огней, в словах ни света, ни ума. Все в мире поглотила тьма. Мы стараемся стихи выбрать сюжетные. Так скажем, это все-таки изюминка наша, потому что через стихи же вообще можно все, любую историю рассказать, более полно, объемно, выразительно. Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы почитал. И людям из кувшина, без обмана, желаемое
в сердце наливал. Давай еще раз. Смотри, сегодня Бог проснулся на рассвете. Сделаю такую небольшую логическую паузу. Сегодня Бог проснулся утром рано. Павла я знаю только с хорошей стороны. Это не по годам рассудительный парень, очень ответственный, позитивный. Несмотря на то, что, значит, какие-то у него были трагические такие моменты в жизни, не очень благополучные события, он все-таки с ними справился и строит какие-то планы на будущее, что очень редко обычно. И, конечно, я желаю ему, чтобы у него все это получилось, чтобы он к своей цели добился, чтобы у него все это сбылось. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Вообще, я в будущем планирую вот все-таки пойти по творческой сфере для того, чтобы прийти в журналистику. И мне это нужно для того, чтобы в будущем стать режиссером. Я хочу снимать фильмы про таких людей с ограниченными возможностями здоровья. Но если я безвестно кану, холодный свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым, Я за тебя молиться стану, чтоб ты нашел тропу земную. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. превозмогая все вот эти вот ограничения, продолжать активную социальную и общественную жизнь. Ведь сегодня мы стали инвалидами, а завтра их вообще в России каждый день становится все больше и больше. Поэтому вам нужно научиться принимать себя такими, какие вы есть. Для меня человек с ограниченными возможностями здоровья – это такой же член общества, как и все остальные, за исключением того, что к ним требуется особое внимание. Например, помочь довести продукты или помочь с коляской. Мы такие же, как все, и просто мы немного ограничены в своем передвижении, кто-то ограничен в разговорной части, ну и так далее.